У известного украинского пропагандиста Аркадия Бабченко неизвестные лица взломали интернет-кошелек, забрали оттуда все деньги и оплатили ими проживание в фешенебельном британском отеле «Хилтон». В свою очередь, Аркадий на своей страничке в социальной сети ожидаемо обвинил в этом инциденте ГРУ. Не убить, так поднагодить, я ж говорю. Их новая философия. Вскрыли мне банковские счета. Увели деньги. Самое интересное, куда увели. Если раньше они останавливались в копеечных дерьмовых отельчиках в Солсбери, то теперь, тадам, оплатили с моей карточки, Хилтон, в Лондоне. Красиво отравлять не запретишь. Чепиги ______е. Ну, хоть без лобстеров, и то спасибо. Но люблю качественный троллинг, ничего не скажешь. Сработано хорошо. Залезли в мой онлайн-кабинет, поменяли настройки. Никаких смсок мне не пришло. Ни о смене лимита оплаты в интернете, ни о списании денег. О том, что я, оказывается, ночевал в Хилтоне, я узнал только потому, что денег на карточке хватило только на одну ночь. Сиборитство, плачет, а дальше мне пришло штук 20 отказов в транзакции, на вторую ночь роскоши уже все. Так что извините, чепиги ______е, вторые сутки ночевать езжайте в свой привычный клоповник, водки больше нет. Легенду поменяли. Настройки кабинета, кстати, меняли прямо на глазах. Сначала выставили максимум оплаты в интернете $40 000. Карл. Не, спасибо за комплимент, конечно. Переставил на 0. Сидим у оператора в банке, фигак, прямо на глазах меняется на 20 000. Переставил на $1. Фигак, поменяли на $2. Упертые парни. Молодцы. В общем, вот мои новые реквизиты. Меры безопасности приняты, все починили, украденные деньги тоже вернем, а пока, ну, не на Хилтон, конечно, а так. На макароны. Если мои тексты за последнее время заставили вас задуматься, рассмеяться, заплакать, принять решение, дали пищу для размышлений, то можете не сдерживаться. Спасибо. И далее пропагандист Поберушка указывает для доверчивых украинцев реквизиты своего нового интернет-кошелька. Как тут не вспомнить замечательное стихотворение на смерть Бабченко известного военкора и колумниста «Русской весны» Анны Долгаревой. Похоронили всем фейсбуком, за некрологом некролог, а он живой остался, сука, а вот и Яндекс кошелек.